единства, защите прав и свобод человека. Принятие основного закона страны считается ценнейшим достижением таджикского народа и государства на новом этапе его развития и является результатом многолетних усилий нашего доброжелательного и справедливого общества на пути своего развития, прогресса и представления нашей страны мировому сообществу. История свидетельствует о том, что древний и цивилизованный таджикский народ, наряду с древнейшими цивилизациями мира, стоял у истоков признания, уважения и защиты прав и свобод человека. Я имею в виду Декларацию прав человека Кира Великого, принятую более 2500 лет назад. Этот акт считается первой в истории человечества. Декларация о естественных и неотчуждаемых правах человека, которая признала и ввела право на свободу человека, свободу от рабства, право на свободу совести, право на честь и достоинство, неприкосновенность жилища человека и другие. Поэтому историческое значение нашей Конституции заключается в том, что таджикский народ поместил в этом своем высочайшем документе реализацию многовековых мечтаний и стремлений своих предков, усилия своих выдающихся представителей относительно уважения и признания прав, свобод, величия и достоинства человека. Теперь мне хотелось бы заглянуть на страницу истории и представить некоторую информацию о процессе разработки и принятия этого важного для таджикского народа документа. Практически процесс разработки и принятия новой Конституции начался после исторической 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. То есть это были дни, когда в начале 90-х годов 20 века наша страна столкнулась с конституционным кризисом в связи с несоблюдением и нарушением норм Конституции и действующего законодательства. В то время деятельность всех ветвей государственной власти была парализована, страну охватили беспорядки и хаос, обострилось политическое противоборство. Таджикистан оказался на пороге национальной трагедии и тяжелого испытания истории. В навязанной гражданской войне погибли десятки тысяч наших невинных соотечественников, а более миллиона наших граждан стали беженцами. Однако самой серьезной опасностью было то, что вероятность распада таджикской нации и исчезновения таджикского государства казалась горькой реальностью новейшей истории страны. В этой связи хотел бы отдельно подчеркнуть историческую роль президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, прекращение войны, восстановление конституционного строя, достижение мира и национального согласия, построение новой государственности Таджикистана и укрепление ее правовых основ. Глава государства, проявив огромную мудрость, твердую волю, отвагу и беспримерное мужество, решительными шагами положил конец навязанной извне войны, спас нации от разобщенности, а государство от распада, внес бесценный вклад в обеспечение мира и стабильности, устойчивого социально-экономического развития страны. Миротворческий опыт таджиков признан мировым сообществом одним из лучших примеров достижения национального согласия и уникальным примером разрешения внутригосударственного конфликта, восстановления мира и стабильности в столь короткие сроки, изучение и исследование которого заслуживает в более широком контексте. После восстановления конституционной власти возникла необходимость принятия новой Конституции для определения будущего общества и государства, основных принципов устройства, формы государственного управления и других элементов государственности. Стоит отметить, что многоуважаемый Эмомали Рахмон, как глава государства и председатель Верховного Совета, стоял у истоков этого процесса и руководил разработкой и принятием новой Конституции страны. 6 ноября 1994 года, впервые в истории суверенного Таджикистана, Конституция была принята путем всенародного голосования. На ее основе наша страна приступила к конституционным реформам. По воле народа, в соответствии с первой статьей этого судьбоносного
документа было определено устройство новой государственности таджик. И Таджикистан был объявлен суверенным, демократическим, правовым, светским и унитарным государством. Нормы новой Конституции определили и установили организационные основы и деятельность законодательной, исполнительной и судебной власти, то есть отдельных ветвей государственной власти. При этом государственный герб и государственный гимн были утверждены в качестве государственных символов Республики Таджикистан. Различные формы собственности были признаны основой экономики Таджикистана. Гарантирована свободная экономическая деятельность, предпринимательство, равноправие и защита всех форм собственности. В текст новой Конституции были включены лучшие практики из передового и достойного мирового опыта в области свободы и прав человека, демократического, правового и светского общества. Именно поэтому принятие Конституции независимого Таджикистана, которая создала основу для построения независимого национального государства, достижения мира и национального согласия и устойчивого развития страны, является нашим важнейшим достижением. Президент Республики Таджикистан в очередном послании Маджлиси Оли отметил, что реализация норм Конституции позволила нам создать устойчивую основу общества и государства, укрепить мир, спокойствие, политическую стабильность и национальное единство, обеспечить устойчивое экономическое развитие нашей страны, создать для каждого гражданина страны достойные условия жизни и свободное развитие. Конституция и конституционная власть, признанные мировым сообществом, положили начало новому этапу развития законодательной системы Таджикистана и укрепления его позиций на международной арене, как полноправного субъекта международных отношений. За 30 лет после принятия Конституции в жизни таджикского общества произошли коренные изменения и прогресс. Наша страна постепенно вступила в качественно новый период развития во всех отраслях экономики и в социальной сфере. С присоединением нового независимого Таджикистана к фундаментальным процессам современного мира с расширением взаимовыгодных отношений со странами, международными организациями и возникла необходимость расширения законодательной системы страны с целью ее адаптации к глобальным тенденциям. На основе изменений и дополнений 1999 года, внесенных в Конституцию Таджикистана, народным голосованием был создан двухпалатный профессиональный парламент. На основе этих положений Конституция был образован Маджлиси Оли, парламент Республики Таджикистан, высший представительный и законодательный орган Республики Таджикистан, состоящий из двух палат Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон. Это явление стало положительным фактором для дальнейшего развития национального парламентаризма и практики демократизации общества и государства. Отрадно, что за годы независимости сложились добрые и плодотворные отношения между Маджлиси Оли Республики Таджикистан и парламентами зарубежных государств в рамках межпарламентских объединений. В результате изменений и дополнений 2003-2016 годов человек, его права и свободы были объявлены высшей ценностью, а всенародный референдум и выборы были признаны высшей формой прямого выражения народной власти. В целом, изменения и дополнения, внесенные в Конституцию, улучшили ее содержание, отразили конкретные изменения, происходящие в обществе, и создали прочную основу для совершенствования политической и правовой системы общества. На основе Конституции 1994 года 6 раз были проведены парламентские выборы, 5 раз президентские выборы и 3 всенародными референдумами были осуществлены 3 конституционные реформы. Эти политические события были реализованы на основе статьи 6 Конституции, провозгласившей народ единственным источником государственной власти, и доказали полновластие народа Таджикистана. Уважаемые присутствующие,
С первых дней принятия Конституции перед нашим государством и народом были поставлены серьезные исторические задачи. Важнейшим из них являлось создание современной системы управления и органов государственной власти, обеспечение гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина, начало процесса созидания и развития, обеспечение условий для достойной жизни народа. За этот период были реализованы эффективные меры по осуществлению структурных преобразований, обеспечению многообразия форм собственности, созданию благоприятных условий для предпринимательства и инвестиций, формированию национальной бюджетной, налоговой, денежно-кредитной системы, развитию реальных секторов экономики и социальной сферы. Мы постепенно реализуем наши национальные стратегические цели, то есть обеспечение энергетической независимости, превращение Таджикистана в транзитную страну, защита продовольственной безопасности и доступ населения к качественным продуктам питания, ускоренная индустриализация страны и расширение продуктивной занятости. В Конституции мы провозгласили народ Таджикистана неотъемлемой частью международного сообщества и признали равноправие и дружбу всех наций и народностей. Основываясь на нормах Конституции, мы успешно реализуем внешнюю политику государства. Идем в ногу с современными мировыми преобразованиями, последовательно реализовываем на международной арене активную политику нашего государства, основанную на принципах открытых дверей. Наша страна в качестве полноправного и активного члена ООН, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества и других авторитетных мировых и региональных организаций предлагает постоянные усилия по расширению дружественных, добрососедских отношений, партнерства и конструктивного сотрудничества с зарубежными странами, странами СНГ, международными и региональными организациями и международными финансовыми институтами. Таджикистан сегодня имеет свою позицию и вносит весомый вклад в решение проблем мира и региона, включая вопросы, связанные с водой и изменением климата, борьбой с терроризмом, экстремизмом, проявлением радикализма, незаконный оборот наркотиков и другими формами транснациональной организованной преступности. Уважаемые коллеги, уважаемые участники конференции, в современных условиях глобализации и возникновения различных явлений, способных создать препятствия национальной независимости каждого государства, уважение и обязательное соблюдение норм Конституции имеют первостепенное значение для обеспечения основ политической и правовой системы государства. Конституция Республики Таджикистан вобрала в себя многовековой опыт и воплотила творческую мудрость таджикского народа в сочетании с передовыми достижениями мировой правовой мысли. Выражаю твердую уверенность в том, что этот основной документ и впредь будет надежной гарантией успешного политического, экономического и социального развития нашего государства и для достижения своей главной цели – обеспечения благоприятной и полноценной условий для жизни людей. Мы решительно и с уверенностью будем идти вперед в светлое будущее. Надеюсь, что на сегодняшней конференции, направленной на дальнейшее расширение и укрепление межпарламентского сотрудничества и диалога, будет высказано много интересных и заслуживающих внимания мнений по рассматриваемой теме. Уверен, что ваши интересные предложения, уважаемые участники конференции, будут способствовать дальнейшему укреплению обеспечения прав человека, защите ценностей народа, государства и верховенства закона в нашей стране. Желаю всем вам, уважаемые участники международной межпарламентской конференции, продуктивной работы и приятного пребывания в Душанбе. Благодарю за внимание. конституция ҳамчун дастоварди бузурги мардуми тоҷикистон заминаҳои ҳуқуқии эъмори давлати демократӣ ҳуқуқбунёд ва дунявии тоҷиконро фароҳам оварда шакли олии ифодаи ҳуқуқии давлатдории миллӣ ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ҳар як шаҳрванди мамлакат мебошад. бо роҳи раъйпурсии умуми халқӣ қабул шудани конституция нишонаи ҳисси баланди масъулияти шаҳрвандӣ нисбат ба ояндаи худ, тақдири минбаъдаи давлат ва ифодаи рӯҳияи ватандӯстиву худшиносии мардум гардид. ҳамчунин нақши ин санади олӣ ба тақвияти парламентаризм
дар тоҷикистон заминаи боэътимод гузошт. марому мақсади мардуми тоҷик ҳадаф ва нақшаҳои стратегии давлат ки дар конститутсия эълон шуда буданд дар як муддати кӯтоҳ аз тарафи ҷомеаи ҷаҳон пазируфта шуданд, зеро онҳо бо арзиш ва ҳадафҳои ҷомеаи мутамаддини башарӣ мутобиқ мебошанд. боиси ифтихори мардуми тоҷикистон аст ки кишвари соҳибистиқлол аъзои комилҳуқуқи ҷомеаи башар мебошад ва ба сӯи пешрафту тараққиёт бо қадамҳои устувор пеш меравад. ҳамчунин дигар иштирокчиёни конференсия низ суханронӣ намуда баргузории ин чорабиниро дар самти муаррифии тоҷикистони соҳибистиқлол, таърихи муосири халқи тоҷик, ибтидои давлатсозиву давлатдории навин, пешрафту рушди тоҷикистон ва болоравии мақоми он дар арсаи ҷаҳонӣ муҳим арзёбӣ намуданд. қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон аз дастовардҳои бузурги мардуми тоҷик дар даврони соҳибистиқлолӣ маънӣ дод гардид. гуфта шуд ки тоҷикистон бо қабули конститутсия ҳамчун санади ҳуқуқӣ дар бунёди давлатдории навини миллӣ муваффақ гардида дар самти татбиқи ҳуқуқу озодиҳои инсону шаҳрванд ва таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ нақши арзишманд дорад. тибқи барнома кори конференс дар 4 бахш дар толорҳои гуногуни бинои парлумони тоҷикистон ҷараён гирифтанд. дар бахшҳо мавзӯъҳои нақши президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар таҳия ва қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва рушди парламентаризм, конститутсия заминаи асосии рушди босуботи давлатдории миллӣ, конститутсия ва ҳуқуқу озодиҳои занон ва конститутсия ва ҷавонон баррасӣ гардид. ҳамзамон дар бахшҳо аъзои маҷлиси миллӣ, вакилони маҷлиси намояндагон, намояндагони мақомоти судӣ, ҳукумат ва ҳокимияти иҷроияи марказӣ, муассисаҳои илмӣ ва таҳсилоти олӣ ва ҳайатҳои парламентӣ суханронӣ намуданд. барои инъикоси конференсияи байналмилалии байни парламентӣ бахшида ба 30 солагии конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон беш аз 200 намояндаи васоити ахбори omma аз кишварҳои гуногуни олам ба пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри Душанбе ташриф оварданд. Шиповских Геннадий Геннадьевич, депутат Сената парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности. Я приехал сюда впервые. До этого бывал, конечно, в разных странах, но в Таджикистане я приехал сюда впервые. Для меня, знаете, такой очень красивая страна, красивый город. Я вчера успел прогуляться вечером по вечернему Душанбе. И на самом деле прям такой вау-эффект у меня. Очень красивый город, одним словом, ничего не могу сказать лишнего, это правда. Что касается конференции, что касается организации, все на высшем уровне, потому что мы это сегодня видим. Выступали все главы делегаций, спикеры различных парламентов других стран, они тоже высказывали свою оценку. И что касается Таджикистана, мы сейчас одно можем сказать, что Таджикистан сейчас находится на верном пути, Таджикистан сейчас идет по большому развитию в целом, в торгово-экономических отношениях, по международным отношениям. Рахметова Асем Калашпаевна, депутат Сената парламента Республики Казахстан. Мы вчера приехали в этот прекрасный город Душанбе в рамках межпарламентской конференции, посвященной к 30-летию Конституции. Конечно, первое впечатление очень классное, шикарное. Мы воодушевлены от природы, от этого города, конечно, вдохновлены вашей историей. И я думаю, что вот Конституция Республики Таджикистан это была такая отправная точка в развитии Таджикистана, потому что таджикский народ очень многое видел и трудностей, но несмотря на это мы сегодня увидели совсем другой город, который цветущий, яркий, красивый и который имеет хороший курс на развитие. И, конечно, взаимодействие с нашей братской страной, оно, я думаю, что будет только развиваться. И сегодня я участвовала на секции, которая посвящена правам и свободе женщин. Я думаю, что эта тема общая не только для Таджикистана, но и для всех стран, которые сегодня участвовали на этой конференции. Многое делается, мы сегодня делимся опытом. Айдын Мирзаде, депутат Национального собрания парламента Азербайджана. Я здесь участник конференции, посвященной 30-летнему юбилею принятия Конституции Таджикистана. Я являюсь руководителем группы дружбы с Таджикистаном в азербайджанском парламенте. И мой приезд уже 7-й или 8-й раз. За годы посещения, с каждым разом я вижу развитие Таджикистана. Это меня радует.
Сегодня мы выслушали выступления руководителей делегаций, спикеров парламентов по данному вопросу, а также пожелания таджикской стороне. Кроме того, участники конференции продолжили свою работу в 4 секциях. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس سنات پارلمانت جمهوری قزاقستان مولن اشرمبایف که برای اشتراک در کنفرانسی بین المللی بین پارلمانتی تحت عنوان 30 سالگی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان به تاجیکستان آمده بود ملاقات نمودند. در ملاقات وضع امروزه و دورنمای مناسبت‌های دوستانه تاجیکستان و قزاقستان در سمت‌های افضلیت‌ناک و همزمان رابطه‌های بین پارلمانتی بررسی شدند. تأکید گردید که مناسبت‌های دو جانبه با جمهوری قزاقستان از افضلیت کلیدی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته در زمینه رابطه‌های قوی دوستی مردمان و مکالمه منتظم سران دولت‌ها توسعه می‌یابند. جانب‌ها از رشد استوار همکاری بین پارلمانتی پالاتاهای بالای پارلمانت‌های تاجیکستان و قزاقستان اظهار قناعتمندی نمودند. بررسی مسائل همکاری در بخش‌های تجارت و اقتصاد و رشد رابطه‌های فرهنگی و گومانیتاری از موضوعهای مهم ملاقات محسوب شده. جانب‌ها همچنین راجع به وضع امروزه ثبات منطقه و جهان تبادل اندیشه کردند. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با راهبران پارلمانت‌ها و هیئت‌های پارلمانتی فدراسیون روسیه، جمهوری‌های ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران در مرکز خدمت رسانی دنیای آشی پایتخت از نمایشگاه محصولات کشاورزی و طعام‌های ملی بازدید نمودند. نمایشگاه محصولات کشاورزی و طعام‌های ملی به خاطر تشریف راهبران پارلمانت‌ها و هیئت‌های پارلمانتی 10 کشور دنیا به تاجیکستان برگزار گردید. در نمایشگاه مال و محصولات کشاورزی از قبیل پالزی‌ها، میوه‌جات، سبزیجات تر و تازه و محصولات نانی از جمله نان و کلچه‌های گوناگون کدبانوهای هنرمند پیشکش مهمانان گردید. امروز در مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بخشیده به 30 سالگی قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و سال معرفت حقوقی اعلان گردیدن سال 2024 در موضوع کنستیتوسیون زمینه رشد قانونگذاری جمهوری تاجیکستان کنفرانسی جمهوری علمی عملی برگزار گردید. در تدبیر مذکور اشتراکچیان دایر به مضمون و محتوای این سند سرنوشت ساز ملت تاجیک فکر و اندیشه های خود را بیان داشتند. گزارش همکارانمان در این خصوص. امسال از قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان 30 سال پر می شود. با رمز احترام این سند حقوقی و بلند برداشتن حس خودشناسی و خودآگاهی در مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از این سند فرخنده جشن گرفتند. رهبران این نهاد ابراز داشتند که روند مرحله‌های زندگی در هر دور و زمان ثابت نموده است که رشد استوار باثبات و بانظامی جامعه از تطبیق ثمره‌بخش معیارهای قانونگذاری اساسی کشور یعنی کنستیتوسیون وابستگی عمیق دارد. این سند مهم حقوقی همچون چراغ راهنما به ملت سربلند تاجیک امکان فراهم آورد تا در تحکیم منبع دستاوردهای استقلال و رکنهای دولتداری بنیاد جامعه واقعا هم شهروندی، رشد اقتصادی و اجتماعی و بلند برداشتن آبرو و نفوذ تاجیکستان در عرصه بین المللی قدم‌های استوار گذارد. با درک همین نقطه اشتراکچیان تدبیر مذکور ابراز داشتند که تاجیکستان با قبول کنستیتوسیون به جامعه جهانی اعلان داشت که خلق تاجیک آزادی حقوقی را ارزش عالی شماریده، برابر حقوقی و دوستی تمام ملت و خلق را اعتراف میکند و جانبداری بنیاد جامعه عدالت پرور می باشد. ذکر گردید که اگر به دست آوردن استقلالیت ضروریت قبول کنستیتوسیون دولتی معاصر را به میان گذاشته باشد، قبول کنستیتوسیون برای بنیاد دولت صاحب استقلال زمینه استوار به وجود آورد و در روند تحکیم دولتداری نقش برجسته بازید. همچنین در همایش چند از اشتراکچیان در موضوعهای گوناگون معروضه نموده نقش کنستیتوسیون را همچون سند تقدیرساز در زمان دولتداری نوین تاجیکان نظررس ارزیابی نمودند.
ضمن مشورت نوبتی راهبریت پروکوراتورای حربی در ولایت سوغد مسئله دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان موضوع محوری بود. در همایش کاری مسئله صفت دعوت جوانان، رعایت معیارهای حتمی دعوت عسکری و دیگر پروبلم‌های مربوط به روند این معرکه مهم در سطح ولایت مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. در کمیسریت حربی شهر خوجند با اشتراک پروکورور شهر مشاور عدلیه درجه یکم بختیار ناظمزاده جلسه کاری اوید به رفت دعوت تیرماهی نوسکران به خدمت حربی برگزار گردید. نخستین اوید به رفت دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی معاون رئیس شهر گزارش داد. اطلاع داده شد که جهت اجرای قرار رئیس شهر درباره آمادگی به دعوت تیرماهی سال 2024 به خدمت حربی از جانب مسئولین یک قطار کارها به انجام رسانیده شدند. من بعد تدبیرهای مهم در این جاده اندازی می‌گردند. همه روزه صف اختیاریان به خدمت حربی افزوده جهت اجرای نقشه پیش بینی شده فعالیت جان کرده شده است. تاکید گردید که خدمت در صف قوه‌های مسلح مملکت برای نسل جوان نه تنها قرض شهروندی و شرف انسانی بلکه مهمترین مکتب حیات است. محض در همین جا جوان پسران شجاعت و مردانگی آموخته مقدس‌ترین ارزش حیات، دوست داشتن و صادقانه محافظت کردن خاک پاک وطن عزیز را یاد می‌گیرند. حسابات کمیسر حربی شهر خوجند پالکونیک شیرعلی منصوری نیز شنیده شد. پروکورور شهر برابر تحلیل مسئله دعوت حربی از فعالیت سست کمیسریت حربی و برخی نهادهای به دعوت نوسکران به خدمت حربی مسئول اظهار نگرانی کرد. بهر جلب جوانان به خدمت حربی نقشه و دورنما از قبیل جانب نمودن فعالیت کمیسیه دعوت بخصوص در سمت به قیدگیری شهروندان سنی دعوتی، جلب محصلین به مکتب متحده تکنیکی جمعیت تشکیلات مددگار مدافع، ترغیب و تشویق پیوسته، ترغیب غایه‌های وطندوستانه در قلب جوانان امروزه راه اندازی گردید. از رئیسان محله ها، ناظران منطقوی میلیسیا، معارف، تندرستی و دیگران دعوت به عمل آورده شد که هماهنگی را با کمیسیه دعوت حربی بخصوص کمیسریت حربی جانب نموده با راه اندازی کارهای ترغیباتی با مقصد بلند برداشتن حس حربی وطندوستی شهروندان بهر اجرای نقشه دعوت حربی پیش از مهلت مساعدت فعال نمایند. در ناحیه لغش کنفرانسیای 22 حساباتی انتخاباتی کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان برگزار گردید. در برابر اجرای مقررات حتمی برگزاری چنین همایش‌ها فعالان حزب رفت عملی شوی برنامه‌های عمل کننده این تشکیلات سیاسی را مطرح کردند. شرح بیشتر در مطلب نوبتی برنامه.